Более полумиллиарда рублей за последние 3 года выделили в Башкортостане на поддержку садовых товариществ. Выявляют из самых активных садоводов в рамках регионального конкурса «Лучшее СНТ». Победителям дают гранты главы республики. С одним из них мы сегодня и поговорим, а именно с председателем СНТ «Лесная поляна» Николаем Платоновым. Николай Леонидович, здравствуйте. Да, добрый день, здравствуйте. Николай Леонидович, расскажите, пожалуйста, что побудило вас участвовать в конкурсе и что, собственно, на какие цели вы потратили 500 тысяч рублей? Да, начну с того, что сад у нас небольшой, у меня 86 участков. Многие заблуждаются и говорят что когда меньше участков, это более-менее справляться легче. Но нет, я с этим не соглашусь, потому что финансово это трудно. Побудило нас что? Первый год мы участвовали в 2024 году, не прошли, но мы учли очень много моментов. И я сказал нет, мы все равно будем одними из лучших. В 2025 году мы в этом году приняли участие и мы победили. Получили грант. Грант уже мы начали осваивать, мы установили видеонаблюдение. Мы средства пожаротушения, то есть в каждый дом по 2 огнетушителя и извещатель. Ну и сейчас со дня на день нам будут установлены автоматические ворота. Скажем так, большая, конечно, благодарность всем моим садоводам, потому что без них, честное слово, я бы не справился. Вот. И поддержка колоссальная оказывается нашим правительством и господдержкой, которой мы пользуемся и не собираемся останавливаться на этом. Все, идем и идем вперед. А какие моменты учли? Это при сборе документов? Значит, самый важный момент при подаче заявки на получение гранта, на участие, скажем так, в конкурсе, это чтобы документооборот был в порядке. То есть основным является, чтобы были заключены официальные договора, это с ТКО на вывоз мусора, это электроэнергия, чтобы внутри сада велось, скажем так, документооборот, не было, как это было раньше, со времен, я не знаю, царя Гороха, все по тетрадочке. Нет, должно быть все официально. В нашем саду система цифровизована все. У нас документооборот со всеми поставщиками, со всеми, скажем так, структурами. Во-первых, задолженности не должно быть как перед налоговой, так и перед поставщиками, скажем так, услуг. Ваше СНТ расположено в Кармаскалинском районе, прям буквально за пределами Уфы, прям даже неподалеку. Вы уже руководите и являетесь председателем СНТ уже как 4 года, с 2021 года. Каким вы приняли СНТ и что вы сделали за эти 4 года вместе с садоводами, благодаря и наверняка еще использовали господдержку со стороны республики? Расскажите. Да, совершенно верно. В первую очередь я хотел бы выразить благодарность предыдущему управлению за то, что все документы, все протоколы с 1976 года все сохранились. Это большая благодарность, потому что все эти документы нам очень пригодились, когда мы, скажем так, формат официальный стали все переводить. Да, с 2021 года меня выбрали председателем. В первую очередь я заключил договор с ТКО, то есть спецавтохозяйство на вывоз мусора. У нас еженедельно приезжает машина, забирает бункер. Вот. Второе, мы, значит, совместно со всеми садоводами привели в порядок свою тыпушку, отремонтировали линию электропередач, то есть мы заменили алюминиевые провода на сиповские кабеля. Вот. Соответственно, отремонтировали дороги, сделали пожарные щиты, поставили у меня 2 пожарных щита, провели кадастровые работы. Кадастровые работы — это мы границы определили своего СНТ полностью. Да, конечно, нам очень здорово господдержка, то есть субсидия. На пожарный инвентарь мы получили субсидию, на кадастровые работы мы получили субсидию. И большая, конечно, благодарность это за дорогу, потому что дорога была в ужасном состоянии. Буквально осенью нам отсыпали дорогу, но сейчас просто не нарадуемся, все прекрасно.
А вот расскажите, как вот все-таки вы работаете, взаимодействуете с садоводами, потому что мы понимаем, большинство дачников, я имею в виду владельцев дачных участков, это пенсионеры. Естественно, не у всех есть деньги. Вот как вы все-таки собираете деньги, я имею в виду, взаимодействуете, объединяетесь, чтобы решить ту или иную проблему, поделитесь? Да, вы знаете, было очень сложно, потому что в основном много пенсионеров, и, как правило, они привыкли все приносить наличными деньгами, в тетрадочку записывали. Вот. Было как бы сложно, но нужно идти в ногу со временем. Мы в индивидуальном порядке даже объясняли, что как раньше уже не получится. Вот. В первую очередь мы открыли счет. У меня у каждого садовода есть свой личный лицевой счет. То есть он оплачивает как положено, как ему удобно. Либо по QR-коду оплачивает, либо идет, как пенсионерам это удобно, на почту, либо в отделение банка и через кассу уже вносит деньги на свой лицевой счет. Тем самым, благодаря этому у нас неплательщики пропали. То есть первый момент. Ну, самое главное, как мы устанавливаем порядок оплаты. Существует федеральный закон 217, мы утверждаем смету правлением, затем на общем собрании утверждаем эту смету, и, соответственно, распределение идет взносов, и люди достаточно уже привыкли, для них это стало удобно. Поначалу было, конечно, тяжело, но у каждого пенсионера есть внук, сын. Кассир у меня каждый индивидуально первое время ходила, помогала, подсказывала, как это все делать. Ну, люди привыкли, и для людей это даже очень удобно. То есть это такая некая система аванса, да, или я ошибаюсь? Нет, то есть мы утверждаем смету на общем собрании, соответственно, согласно этой смете, все делится по участкам, и, соответственно, люди платят. За электроэнергию оплачивается ежемесячно, ну и, соответственно, взносы, которые за сотку, скажем так, которые утвердили, это уже люди платят по лицевому счету. То есть никаких задержек, задолженностей, как правило, мы избежали этого, скажем так. Вот. Ну, тут самое главное, люди все индивидуальные. И в любом случае, кто бы ни говорил, каждому нужен индивидуальный подход. Нужно объяснить, нужно дать понять. Ну и самое главное, чтобы садоводы, они видели работу правления не на словах, а на деле, чтобы это было сделано. Ну, воспринималось, конечно, это все поначалу как-то, знаете, с осторожностью. Вроде бы молодой, все привыкли, что более старшее поколение у руля стоит. Вот, как-то с осторожностью. Но, тем не менее, потом мы вошли в доверие. Садоводы видят то, что мы работаем. Ну и вы знаете, большая им благодарность моим садоводам, я их всех люблю, уважаю. Без них бы я, честное слово, не достиг бы того, то, что мы достигли совместно. Ну, недавно мы к вам приезжали как раз и видели лично детская площадка есть, и там озеро благоустраиваете, вот все-таки... Ну, вы знаете, у нас буквально в субботу прошел первый субботник в этом году. Вышли все, выходят все. У нас есть, да, озеро, где мы оборудовали площадку, сделали мосток, поставили скамеечки. Это все общими усилиями. У кого-то дощечка есть, у кого-то пенечек есть, у кого-то краска осталась. То есть, как бы, большой дружной семьей живем. Много ребятишек приезжает. И так как сад, скажем так, формировался в 1976 году, дороги узкие, места нету, мы выделили место, поставили детскую площадку, и люди приезжают сейчас, и как бы дети знают то, что находится под присмотром, и им есть где отдохнуть, где поиграть, скажем так. Вот. Ну, вот как-то так. Вот у нас все СНТ ассоциируется, это естественно, это, как правило, это работа в огороде, ну и там, не знаю, отдохнуть, и все. А у вас, я побыл вот недавно, у вас, оказывается, даже и многие садоводы помогают нашим бойцам на СВО. Расскажите об этом.
Да, вы знаете, помимо своей председательской, скажу так, да, деятельностью, я являюсь одним из учредителей некоммерческой организации «Братство спецназа и разведки» города Уфы. Совместно с Иглинским союзом ветеранов мы отвозим гуманитарную помощь, собранную нашими садоводами. Ребята, вы знаете, так с теплом это все воспринимают, когда получают наш башкирский руками добрыми собранный чай, какие-то травы, может быть, какое-то соленье. И даже говорят, там со всей страны же ребята тоже привозят. Нет, говорит, башкирское нам надо. И вот сплотились как-то в таком, скажем так, коллективе. И садоводы, ну, непосильную помощь. Кто-то носочки вяжет из бабушек. Мы помогаем семьям. То есть оказываем какую-то юридическую консультацию, оказываем просто обычную бытовую помощь. Снег почистить, дрова наколоть, где-то что-то помочь, куда-то отвезти, привезти. То есть, ну, вот таким вот образом. Ну, мы все прекрасно понимаем, потому что надежный тыл – это залог победы. Вот от себя лично, что бы вы порекомендовали другим председателям СНТ, садоводам в целом, вот, потому что вы, по сути, самый лучший СНТ, можно сказать так. Ну, да, спасибо большое. Ну, в первую очередь, я бы хотел бы всем садоводам сказать такую вещь, чтобы, ну, не судили правление, не окунувшись вот в этот весь процесс. Со стороны, знаете, многие смотрят и говорят, ну, а что они делают, для них работа. Нет, существует очень много работы, очень много проблем. Правление работает круглогодично, и зимой тоже работает, несмотря на то, что сезон закончен. Постоянное взаимодействие с ведомствами, с органами. Вот. И хотел бы садоводам сказать, чтобы не судили строго, относились с пониманием к своим соседям и участвовали, самое главное, в жизнедеятельности сада, чтобы вносили лепту в улучшение своего сада. И самое главное, тоже одно из этого, не было такого, что вот мои границы, и я больше ничего не знаю. Нет, нужно коллективно, дружно жить. Ну и самое главное, активно также участвовать, также конкурс, потому что до конца можно подать заявку в Минсельхоз региональный, да? Совершенно верно. Сейчас разработано очень много, значит, программ господдержки, то есть на получение субсидий. Нужно этим пользоваться, потому что государство очень здорово помогает в улучшении и в жизни СНТ. Нужно к этому относиться, стремиться, ну, где-то, может быть, с первого раза не получится. Не нужно опускать руки, нужно идти дальше и вперед, и становиться лучшим СНТ. Благодарю, Николай Леонидович. А я напомню, у нас в гостях был председатель СНТ «Лесная поляна» Николай Платонов. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.